ненавижу женщин в Казахстане. Сталин мразь. У нас в этой стране проблема в том, что у нас нет национальной идеи, во-первых. Мы не знаем, куда мы движемся вообще. Ну, типа казахи, куда мы идем, какие у нас ценности, что есть казахская мечта. Байдун қара сөздер это чисто для казах. Все браузеры сделаны на базе Chrome или там iOS, короче. У нас все не будет интернета вообще в этой стране. Почему-то мне сейчас уже стыдно говорить, что я атеист. Алматы — это не Казахстан. У нас первое место. Туриали. Как можно его слушать? Здравствуйте, друзья! У нас в гостях Мурат Данияр, более известный как Журттың баласы. Рад приветствовать на нашем канале. Очень рад сегодня здесь находиться. Как с Чимкента доехал к нам? Отлично. Поел шашлык очень много. 350 тенге стоит. Я реально думал, что будет стоить за 500-600, но мне говорили, будет 200, а 350 тенге за палку хорошего шашлыка, это прям меня очень сильно удивило. У меня завтрак, обед, ужин был только шашлык. Я типа за шашлык готов реально душу продать, я очень сильно люблю шашлык. А по качеству как? По качеству нормально. Ну блин, жира много, по сути. Если вот приносят 3 палки, из них одна палка железобетонная выходит чисто жир. Ну, на чем ты видишь экономию? Вообще это была встреча с подписчиками? Нет, там организация, как называется, что-то там Крандары, правозащитная организация, они устраивали этот Human Rights Talk. Там, короче, несколько спикеров, там 3 спикера, женщины, они говорили про феминизм, про равноправие и про трудовую миграцию. Потом я в конце говорил про свой YouTube-канал, позвал всех своих подписчиков, пришли много людей. Короче, аншлаг. Было прикольно, я не ожидал, что в Шымкенте столько моих подписчиков, в принципе. Вообще, часто у тебя сейчас происходят встречи с подписчиками. До этого ты ездил по региону? Нет, я вообще по Казахстану путешествовал, только в Астане был, в Алмате и все. Но потом, когда я блогером стал, меня в Ахтау пригласили, да, и в Шымкент, и все, в принципе. Ну, я думаю, Петропавловск меня еще звали тоже, эта организация, но я отказался. Далеко? Там, короче, сказали, билета в самолет нет на поезде. Я говорю, то есть у меня времени нет, во-первых, и на поезде тоже не прикольно особо. 1,5 дня, да? Ну и Петропавловск, честно говоря, не тот город, ради которого можно сутки на поезде покататься. Ну как раз таки в этом зале соберется весь народ Петропавловска. Там же не так много. В целом, что такое Квантас? Квантас? Это типа название моего канала, что ли, первого? Так у тебя называлось? Да? Нет, это, короче, по сути, был канал моего друга. Ага. Он назывался Квантас. Там было сколько подписчиков? 40-45, и мы не стали менять название, а потом, когда мы уже поняли то, что канал идет дальше, я попросил у него канал забрать и переименовал. Я даже забыл, он что-то сказал, там что-то бесконечное, связанное с физикой. Просто я посмотрел твой самый первый ролик про автобусы, да. Про общественный транспорт. И там высвечивается Квантас, и такой, может быть, первый раз так назывался, в первое время. Вообще не связано со мной. Хорошо. Сейчас ты пользуешься общественным транспортом? Да. Но я пользуюсь не в час пик. Ну, я вообще в час пик никуда не выхожу, в принципе. У меня сейчас работы нет, я дома сижу, я же чисто сейчас на ютубе. И когда там минут 30-20 спокойно в автобусе, у меня онлайн-карточка всегда со мной. Ты говорил, что хочешь, чтобы у тебя аудитория была 18-25. Да. А что ты этой аудитории хочешь дать? Именно 18-25? Просто у меня глубокое понимание того, что старшие люди, в принципе, большинство у них уже устоявшиеся взгляды, и их не поменять. И зачем они, в принципе, мне нужны? Нет, я хочу, чтобы они меня смотрели, просмотр там не мысли. Но 18-24 это типа молодежь. Я хочу, чтобы мои мысли типа как-то, не знаю, в их головы заходили. Вот. Но сейчас, типа, на канале ситуация меняется, у меня 18-24, где-то процентов 45 уже. Почти половина. Да, почти половина. Это хорошо. Еще женщин что-то много стало. У меня всегда было 70-30, сейчас 55/45. Кухню такой включил, Журттың баласы, блядь, Это интересно, не знаю почему. Может, из-за того, что у тебя ролики больше стали именно тематикой феминитивы? Да нет, только 3 ролика было. Наверняка, может, из-за насилия, не знаю.
В Таразе. Да, в Таразе. Ну хотя вот сейчас, когда завтра выйдет ролик, сегодня выйдет ролик про вот женщин тоже в Казахстане. Он будет называться «Ненавижу женщин в Казахстане». Чтобы триггер такой был. Ну, у тебя многие ролики с триггером. Ну да, ну это по-любому, это рынок диктует, чтобы кликбейтные названия были. В Шымкенте была интересная ситуация, если вот про женщин говорить, когда на встречу подписчиков пришла дочь, мама и мать матери. Ну то есть бабушка, три поколения, да, короче. Да, бабушка оказалась профессором в университете. Блин, так прикольно было, я с ними даже сфоткался, короче, можно с вами сфоткаться? И что они говорят? Респект загоняют. Мама что-то свою дочку очень сильно просила со мной сфоткаться в разных позах. Говорит, мы в рамку поставим. Насколько, да? Кумир. В прошлом году у тебя был ролик такой, что я прочитал за лето. Да, а что я прочитал за лето, я уже не помню. Там был Ведьмак, Абайдың қара сөздері и Оруэллский 1984. Что в этом году ты читал? Такого выпуска не было. В этом году, короче, я этот выпуск не сделал, потому что вот ролики про книги и топ-5 фильмов, которые я смотрел за лето, набрали очень мало просмотров. Ну, то есть, если в тот момент у меня «Железобетонно» набирало 10 тысяч просмотров, про книги набрало 600, а про фильмы 1500. Я думаю, ну неужели настолько неинтересно про книжки и про фильм. В этом году, короче, я очень мало книг прочел. Я прочел Homo Deus, потом 21 урок для 21 века. Это этот Новаль, там что-то там Хари. Ну, да, тоже Homo Deus автор. Да. Потом я прочитал очень крутую книгу, называется «Я был секретарем Сталина». Это что-то историческое. Бажанов, да. Это реальная история о том, как один чувак был секретарем Сталина, был коммунистом, потом стал антикоммунистом и убежал из страны, короче. И из Франции писал эту книгу. Ну, то есть раскрывает личность Сталина с очень плохой стороны, ну, которую я люблю, потому что Сталин мразь. Сталин мразь. Потом я прочел фантастику «Игра Эндера». Потом я посмотрел фильм такой говнище, а этот неплохой. Книга хорошая. Что еще прочитал? Я перечитал свою любимую книгу про любовь. Это Ю Несби «Кровь на снегу». Я ее прочитал вот недавно, недели 2 назад. Там, короче, вообще и любви мало, по сути, но почему-то я эту книгу вижу именно как историю про любовь. Да. Давай обсудим про Оруэллское 1984. Как раз у тебя выходил недавно про Китай. Потому что большой брат смотрит за тобой. Выходит фильм «Чудо-женщина», тоже 1984. И кажется, сейчас прям очень актуальна эта тематика становится. Вот если бы ты жил в этой книге, в каком бы министерстве ты работал? Как ты думаешь? Министерство... Какие-то министерства? Министерство пропаганды, министерство... Я не знаю, я не читал. Шучу. Честно, у меня просто память очень плохая. Я помню, короче, о чем была книга полностью. А вот что-то министерство любви, министерство пропаганды. Нет, не пропаганда, она звучала по-другому. Ладно, давай казахстанские министерства, если там были. Казахстанское министерство? Да. Что? Если я работал бы типа если был бы во власти? Да. Я по-любому работал в Министерстве иностранных дел. На кого ты учился? Я учился на международника. Ну. Да, и работал бы в Министерстве иностранных дел. Потом стал бы военным атташе, потом приехал бы в страну, потом стал бы министром иностранных дел, потом баллотировался в президенты. И стал бы президентом. И стал бы большим братом, да? Да. Ладно. Ведьмак смотрел? Ведьмак смотрел, где-то 4 серии посмотрел. Я за одну ночь все посмотрел. Меня что-то немного огорчен я этим сериалом, потому что я почему-то думал то, что Netflix замахнется на то, что это станет «Игрой престолов» типа HBO. Потому что сейчас Amazon Prime тоже про этот сериал снимают. Про «Властелин колец». У них там бюджет миллиард долларов на 5 сезонов, что ли. Я думал, то, что Netflix хотят из «Ведьмака» сделать такой, короче, тайтл главный. А он какой-то очень дешевый получился. Местами.
Местами, да. То есть, когда огромные масштабные цены, ты видишь то, что, ну, блядь, денег не хватило у ребят, реально. А когда вот концовка первого сериала, когда Ведьмак, этот мясник из... Откуда мясник? Когда он там боевка... Со всеми дерется на когда, улице, когда? Да, когда одним хорош. кадром там 10 человек убил. Вот это вот, сцена. сцена просто офигенно. И видно то, что вот такие коридорные сцены они хорошо сняли. А когда масштабные драки, войны... Ну, у них сорви голова, когда делали сцены тоже, в коридорные вот такие драки, у них круто получается. Немного огорчен. А в целом экранизация как-то? Генри Кевилл мне поначалу не нравился. Я смотрю на английском, а сейчас уже немного привык. По сути, ну, нормально. Кроме Генри Кевилла там все плохо. Но насчет актеров. Трис Мэригольд, почему, блядь, у нее не рыжие волосы? Ну, Йеннифер, почему она не сексуальная прям очень сильно? Из всех сексуальных, наверное, подобрали. Ну, Цири, ладно. А вот эта сюжетная завязка современная такое, что повествование. Вообще я запутался, если честно, в начале, пока до конца не досмотрел. Ну, я как человек, не читавший Ведьмака, я смотрел. Потому что я этой вселенной вообще не увлекался, если честно. Что с книгами, что с играми. Я знаю, что она очень популярна среди молодежи, но я не читал. Я просто сериал посмотрел. Да, сюжетная вот такая у них петля временная идет. Я-то прочитал все книжки, я играл во все игры, первую, вторую, третью часть. Третью часть я наверняка где-то потратил 170 часов своей жизни, чтобы пройти. Ну да, ну то есть игра масштабная. Я смотрю, я-то понимаю, что происходит, я думаю, бля, это же люди не поймут. Ну то есть даже там чисто нет, для да, фанов, там, да, там 50 лет назад такого нет. Да. Там какая-то 4-я серия, это чисто начало, первая часть Ведьмака, там есть трейлер, открывашка игры, короче, минут 7. Вот эта открывашка намного лучше сделана, чем сама серия. Блин. Много видно. А Байден Харасуздер, слова назидания. Твой любимый какой-то есть часть? На что я делал обзор? Ты в целом просто сделал обзор. Нет, я сделал на одну Баркарасузня я обзор сделал про Мы все профукали. Да, про тупых, про невежд. Ага. И т.д. Вообще, у меня память очень плохая. Бля, я ненавижу свою память. Я могу сегодня прочитать книгу и сказать, все, это моя любимая книга, через неделю я забуду, что там было. А Байден Харасуздер, в принципе, там каждое слово реально по сей день актуально. И мне кажется, ну, надо ее прочесть и сделать какие-то выводы, понять, что надо менять в этой стране. Потому что у нас в этой стране проблема в том, что у нас нет национальной идеи, во-первых. Мы не знаем, куда мы движемся вообще. Ну, типа казахи, куда мы идем, какие у нас ценности, что и есть казахская мечта. Хрень его знает. Вот над этим надо работать. Министерство пропаганды надо вот из этого брать. Да, хорошая идея. Когда я делал интервью с Рашевым, он говорил, что типа, Байден Харасуздер это чисто для казахов. Ну, как бы эта схема для других народов не работает. Почему? Ну, типа, там затрагиваются чисто наши какие-то идеологические, там, минусы, плюсы, вот эта тема. Но мне кажется, там затрагиваются, ну, все человеческие минусы. Это там, типа, национализм, там, все грехи. Что там было? Жадность, вот это. Жадность, да, все. Ну, то есть, это не только же у казахов, это же у всех народов. Ты же участвовал в этом проекте Оян Казахстан. Да, Минояндым. Менояндым. Да. Я проснулся в стране, где блокируют интернет. Как ты думаешь, после твоих слов перестали блокировать наш интернет? Я надеюсь, что у меня хоть какое-то маленькое влияние на то, чтобы перестали блокировать есть, потому что я снимал ролики про это, 2-3 ролика снял, почему блокируют YouTube в Казахстане. Но пришел наш второй президент и сказал, типа, бля, харе блокирует, вы что, ребята? Но потом что-то они совсем ебубо и захотели внедрить сертификат безопасности, то есть это еще хуже. Ну, эту тему уже убрали вроде, пока. Да, ее не убрали, ее типа отложили в долгий ящик. Ну, у нас всегда так делается, какой-то шум поднимает. Ну, хорошо, что они отложили, потом через 2 недели уже постфактум все большие IT-компании, как там Apple, Google,
Mozilla, они внесли в черный список, короче, этот сертификат безопасности. Если его сейчас, короче, хотят обратно внедрить, Распаковать. то у нас вообще доступа не будет к интернету вообще, потому что все браузеры сделаны на базе Chrome или там iOS, короче. У нас все не будет интернета вообще в этой стране. Только, Как в Китае, внутри. да. Даже Яндекс сделан вроде на базе Chrome. В России как там, суверенный интернет, что-то Да, такое? да. Ну не вот законопроект приняли, теперь сейчас там ждут же все. Вон Юрий Дудь, короче, для того, чтобы обезопасить себя, приложение создал. Теперь в приложении свои видосики грузит. Чтобы там смотреть. Да. Ну я не знаю. Ну, если в России эта тема хорошо пойдет, то железобетонно у нас тоже перейдет, да. Потому что это хороший кейс будет. Я думаю, все идет к тому, что реально что-то мир начинает по регионам Делиться. Да, делиться очень сильно. Типа глобализацию хотят. Резко, Да, глобализацию хотят послать в жопу, как говорится. И Китай уже. Да, Китай. Я когда вот в прошлом году был в Испании, такая же тема была. Ну, меня спрашивают, откуда, я говорю, Казахстан. А где это находится? Я говорю, возле России. Китай? Нет, я говорю, между Россией и Китаем. Монголия, короче, никак, Казахстан не могут задеть. Узбекистан, Афганистан все говорят, но Казахстан мало кто знает. Такая огромная страна, по идее, стоит. Понятно же, вот есть страна Казахстан. Вот есть же Димаш Құдайберген, Геннадий Головкин, вы чё? Назарбаев, да, скажем. Ты знаешь, в этом году у нас год молодежи. Да, да. Уже конец года, последняя неделя. Как ты думаешь, что-то изменилось у нас для молодежи? Но последняя, типа, хорошая новость для молодежи, я думаю, то, что, типа, стипендию подняли. На сколько? На 20%? Или на Ну, 20 каждый тысяч? год же вроде поднимают. Не, в этом году, типа, очень хорошо подняли. А так, в принципе, наоборот, этот год молодежи показал то, что молодежи в этой стране, на молодежь, в принципе, насрать, потому что ее заставляли ходить на выборы, ее заставляли кричать всякие слоганы, быть массовками на всяких фейковых митингах Нуротана. Этот год показал то, что Министерство образования насрать на школьников, потому что у нас туалеты на улице, нет туалета, бумаги и мыла. Этот год показал то, что и ректорам университетов тоже наплевать на студентов, потому что в университетах тоже нет туалетной бумаги и мыла. Блять, это 21 век. В моем университете все еще этого нет. Ты где учился? Я в Виньяде учился. Я платил 500 тысяч в год. 500 тысяч в год. Там типа грантов очень мало. Я платил бабки, но у меня не было вот частички цивилизации, жопу потереть нечего, грубо говоря. Ну еще бы доплачивали бы, Да. было бы это. Но с одной стороны, этот год показал, что этот реально год молодежи, вообще, если убрать всю вот эту вот, не связывая ее с властью, потому что в этом году реально очень много людей проснулось, гражданская активность просто, ну такого в 18 году не было точно, в 17 тем более. Вот, 19 год это чисто год гражданского активизма, я бы его так назвал, гражданского молодежного активизма. Ну и твой канал как бы вовремя, можно сказать, появился Да, и выстрелил, да? я-то в 17-м начал. Когда я начинал, ну то есть всем было абсолютно насрать на политику, все были аполитичны. В Алмате было очень модно говорить, я политичен. Это то есть даже, типа, я политичен, о, респект, чувак, ты аполитичен. А сейчас типа наоборот, практически каждый второй увлекается политикой, и им интересно наблюдать за тем, что происходит в стране. Они типа болеют. Это хорошо, это хорошо. А как ты думаешь, вот, у нас и модно говорить «я атеист», «я не верю там в Бога» или что-то. А если придет время, когда духовенство возьмет вверх и все говорят: ты намаз читаешь, красавчик. Блин, почему-то мне сейчас уже стыдно говорить, что я атеист. Потому что я еще не определился по ним. Но я на 100% уверен, что все классические религии для меня мертвы. Я никогда не буду верить ни в ислам, ни в католицизм, ни в католицизм, ни в что там еще есть. Индуизм. Буддизм. Буддизм интересная тема, по сути. Ну, типа, буддизм это принять мир, себя таким, какой он есть, не терзать себя, а жить ради кайфа. Вот. Я сейчас в последнее время, очень популярно говорить то, что ты тенгрианец в Казахстане. Да, типа тенгрианец, я живу с природой в гармонии, я не несу вреда, я и есть природа.
Вот такая. Ну, казахи же были тенгрянцами, в принципе. У нас очень много осталось от нашей языческой культуры, то, что сейчас переплетается вместе с исламом. Да, вот этот. Адраспа, да, вот этот. Шельпек вроде тоже оттуда. Да. Типа Ата-бабага табну, короче, все дела. Даже вот эти путы, то, что режут. Да, это чисто оттуда. Я не знаю, ислам. Мне кажется, он немного деструктивно влияет на казахскую нацию. Хотя нет, не знаю. Забудьте про это. Что-то я уже про ислам высказываться перестал в последнее время. Ну, потому что в моем окружении его практически нет. Это, с одной стороны, плохо, потому что я не понимаю. У меня сейчас, я понял, большая проблема в том, что я не понимаю, как движется наша страна, потому что Алматы – это не Казахстан. Я понимаю, как Алматы движется, но я вообще абсолютно не понимаю, как регионы развиваются, потому что они говорят только на казахском языке, у них свои кумиры, у них свои интересы, и я с каждым годом отделяюсь от них очень сильно. А хотя твой канал, как бы, он должен быть повсеместным, я так считаю. Но раз ты говоришь про казахстанскую вот эту тему, почему я в самом начале спросил про регионы, я хотел узнать, знаешь ли, как живут регионы. Я, например, не алматинец, да, там, актюбинский. Я знаю, как у нас на Западе. Я был там в Восточном Казахстане, я знаю, как у них менталитет. В Караганде совсем другой. И каждый регион живет у нас как такой междуусобный сам по себе. А когда мы со своей колокольни говорим там что-то, может быть, там, да, воспринимают по-другому. Даже, может быть, тебя и не услышат. Но когда ты сказал, что в Чимкенте у тебя там много подписчиков пришло, ну, прикольно, интересно. В Вахтау тоже очень много подписчиков было. Моя проблема в том, что я говорю на русском языке, канал свой веду на русском языке. Я когда начинал, я думал, что, на русском языке в Казахстане людей больше говорят, чем на казахском. Я глубоко ошибался. Сейчас это наоборот. Да, 80% говорят на казахском языке, даже если посмотреть на тренды YouTube, там, если из 50 позиций, где-то 40 на казахском языке. Я казахский прекрасно знаю. В принципе, у меня канал есть, там только один ролик есть. Почему казахи должны учить английский язык, короче. Я их призываю, учить казахский и английский. Я говорю, про русский забудьте. Хотя сам веду, да, скажи? Да, сам веду, да. Надо его продолжить и понять. Вот меня сейчас пугает то, что я очень сильно отдаляюсь от регионов. Я не понимаю, как они. Я не понимаю их менталитет. А что ты думаешь, надо сделать, чтобы понимать? Пожить? Проехаться? Нет, я думаю, мне нужно где-то полгода просто... Тренды YouTube смотреть? Нет, просто подписаться на казахских блогеров, на казахоязычных блогеров, смотреть казахоязычный контент, тогда все равно я пойму, и у меня уже в Инстаграме там как рекомендованные станут на казахском языке. Например, мне рекомендованы только на английском, там баскет, еще что-то, там фильмы и на русском. Вот, надо хотя бы в информационное поле казахоязычное войти, короче. Оно сам дальше сделает, да? Да, оно само дальше Инстаграм и YouTube сам себе дальше уже подсознание будет работать над тем, чтобы понять. Сейчас у нас получаются вопросы от подписчиков. Их не так много. Видимо, заинтересованных подписчиков у нас тоже не так много. Давай. Первое. Мухаммед Халихаза. Что ты хочешь изменить в Казахстане? И что ты сделал для своей родины? Жестко. Я хотел сказать, нихуя себе. Ладно, сейчас. Так, что бы я изменил в этой стране? Во-первых, в этой стране нужны политические реформы, чтобы партии легче было создать, чтобы президентом мог стать человек, не работавший на госслужбе 5 лет. В общем, и нам нужны реформы в образовании. То есть не реформы, нам надо вкладываться в образование. Я, честно говоря, не понимаю, как это сделать, потому что это очень сложный и глубокий вопрос, который требует очень разностороннего подхода к этому. Сказал. Ладно, так, что я сделал для своей страны? А что я должен сделать для своей страны? В смысле, что я сделал для своей страны? То есть, я родился здесь, это единственное, что я сделал для этой страны. Да, плачу налоги. Еще я отслужил, если что, да? Я лейтенант запаса. Как отслужил? Военная кафедра, может, не считается, но все равно. Раз в неделю ходил, да? Да, раз в неделю ходил, страдал, маму искал. Вот, все, нормально. Давай, следующий вопрос тогда.
До тебя докопались органы власти РК? Нет, открыто до меня никто не докапывался, слава богу, но были... Приходит да. СМС, говорит, с угрозой. СМС. Нет, со стороны просто там третьи лица звонили иногда, предупреждали, но сейчас этого уже давно не было. Вот, потому что, мне кажется, более чуть-чуть либеральной, что ли, стала власть. Хотя хрен его знает. Просто твой канал не смотрит, наверное. Да, не, возможно из-за того, что я в последнее время стал, мягкий что-то. Но это в 2020 году изменится, друзья. Мы будем менять эту страну вместе. Алла Казахстан. Алла Нурсултан. Я учился в евразийском, так что мы кричали эти же кричалки нормально. Книги, фильмы, может быть, комиксы, рекомендации тебе. Рекомендация от меня. Так, фильмы. Сейчас, когда в последнее время меня спрашивают про мой любимый фильм, я люблю говорить про «Прибытие» Сэмми Адамс. Я хочу, чтобы вторжение инопланетян было именно таким, если говорить про фантастику. А так, в принципе, любой фильм с Томом Хэнксом, я его обожаю как актера. «Терминал», «Форрест Гамп». А новые не очень, да? Новые, последний у нее что было? «Капитан Филлипс». И там на мопеде он катался. Последний. На мопеде катался, он же этого еще играет. Персонажа Дэна Брауна. Да. Да. Конечно, Том Хэнкс безумно крутой актер. Что я смотрел последнее, прям то, что я прям охерел. Джокер. Джокер, да, Джокер хороший, очень хороший. Мне понравился. Он был настолько тяжелым, то что, я не знаю, люди, которые говорят то, что он какой-то, слишком прямолинейный фильм, или как слишком легкий, слишком простой. Я не знаю, если не согласен, Джокер мне очень сильно понравился. Я прям готов ему 10 из 10 поставить. Хоакин Феникс, если он Оскар не заберет, я буду плакать. У меня, я очень много фильмов посмотрел. Я практически посмотрел все в IMDb топ-250 фильмов. И на Кинопоиске тоже. Они чуть-чуть различаются. Да. Так, сериалы Netflix. Что я смотрел на Netflix последнее? Прям, которые меня... «Жизнь с самим собой». The Living with Yourself, короче. Там играет актер Пол Рот, этот Человек-муравей. Там, реально сериал про то, что у нас живет два человека. Типа ты утром просыпаешься. Он себя клонировал, да, да. Такое. Там я это так понял, то что нет, утром ты просыпаешься, у тебя мотивации много, ты готов просто расхерачить этот мир, добиться всего, и через 2 часа ты лежишь такой, самый жалкий человек на земле, себя жалеешь. И вот сериал про то, как принять себя и как вообще, двигаться дальше. Очень хороший сериал, мне понравился, я его прям за один присест посмотрел. Вообще, топ сериалов это этот «Во все тяжкие». Да. «Во все тяжкие», да. 1, 2 сезон и 3 сезон «Настоящего детектива». Первый его так немного к нему холодно отношусь. Не знаю, мне только первый нравится. Вот второй, просто я очень большой фанат этого. Как зовут актера? Колин Фаррелл. Вот, «Залечь на дно на Брюгге». Брюгге. «Залечь на дно Брюгге», блин. Киллер готов. Да, охеренно. Ладно, еще не суть. Так, книги. Книги, да. «Антиутопия» по-любому. 451 градусов по Фаренгейту. 1984 Орвелла. Хаскли, «О дивный новый мир». Потом мы, да. Так, потом что? Про дружбу книжка «Три товарища» Ремарка. Я после этой книги понял то, что я очень плохой друг. Да, я ничего не сделал, чтобы это поменять, но я просто понял, что я очень плохой друг. Так, любимая моя фантастика — это Джон Скальци. Серия книг «Война старика». Не слышал. Джон Скальци, он еще автор. На Netflix вышел же сборник короткометражных. Сборник этих анимационных фильмов. «Любовь, секс и роботы». Да. Он там написал 2 серии по его рассказам. Это «Гитлер» и «Йогурт президент». То есть уже понятно, что чувак немного ёбобол. У него есть очень крутая книга, называется как? Так, забыл, там повествование, типа Star Trek,
Не про главных героев, а про массовку. Сзади, когда... Да, про массовку, которая всегда умирает, короче. И эта массовка под сомнение ставит вообще их существование. Говорит, бля, почему мы всегда умираем? Типа, вот видишь того, он всегда вот приходит с какого-то задания, без ног, без рук. На следующий, через 2-3 часа он уже нормальный. А почему мы умираем? Короче, вот «Война старика», очень крутая книга, там про то, что когда человеку исполняется 70 лет на Земле, его забирают на орбиту, и твой мозг переселяет в твое молодое тело, и ты идешь сражаться за Землю. Типа на Земле никто не знает про это. Типа Земля — это чисто место, откуда берут солдат. Инкубатор. Да. А там еще в книге так написано: в странах, как Казахстан, там, Туркменистан, еще что-то, до 70-летия не ждут, 18 лет сразу забирают. Там, короче, да, 3 романа я жду, пока ее экранизируют. Вроде бы ее анонсировали, но там масштаб очень-очень большой. Очень большой там. Это реально моя любимая книга, я просто плакал. Еще фантастика мне нравится, я забыл, как называется, даже автор не помню, когда люди, умершие, типа, просыпаются возле реки. Там, типа, большая река, ты умер, и ты возрождаешься возле реки. Ты, типа, лысый, короче. Все умершие люди возрождаются возле реки. Не знаю. Там есть один персонаж, нацист, Геббельс вроде, который там же уже начал свой рейх создавать, короче. Возле реки? Да, возле реки. Так, «Преступление и наказание», по-любому. Я читал ее очень молодым, я, неделю отходил от этого. Тяжелая книга. Да, если школьную вот эту тему убрать, имеется сокращенную, а именно саму почитать. Да, я саму читал. Потом «Множественные умы» Билли Миллигана. Я ее тоже читал очень молодым. Тяжело было, по идее. Почему он бросил канал на казахском? Он обещал, что будет развивать это. И только один выпуск на этом канале. Если можно, задайте этот вопрос. Хороший вопрос. Ответ один. Он очень простой, я очень ленивый человек, и мне оказалось очень сложно разделиться между казахским каналом и русским каналом. А по сути у меня времени свободного достаточно. Но в 2020 году, друзья, по-любому, вы уже видели то, что я в интервью говорил про казахский язык, наверное, раз 10, так что это по-любому будет. Так что ждите. Отлично. Про халолум будет. Да, 10 выпусков. Тулеби 992. Чем ты еще планируешь заниматься, кроме видеоблогинга? На политическом канале сложно, наверное, зарабатывать на жизнь. Ты чертовски прав, друг мой. Ты чертовски прав. Ну да. Я уже не знаю, чем я буду заниматься в этой жизни, но, возможно, я уйду в политику, или, возможно, я буду развивать дальше YouTube-каналы, возьму себе под крыло молодых блогеров и начну их развивать. Спасибо. Это уже записано, задокументировано. Все. Кибо де Амур. Как вы думаете, когда в Казахстане без страха и риска можно будет выражать свое мнение и не напрягаться насчет этого? Через год-два? Или все же надо подождать еще 20 лет, чтобы вся система поменялась и Казахстан стал еще более развитой и демократичной страной? 20 лет, что-то ты загнул, друг мой, потому что, посмотри... Казахстан, Екимон-Елю. Да, посмотри на меня, посмотри на Диму Занамежвыхли. Вот вам пример, как можно, говорить, критиковать власть. Иногда без зуба, конечно, но потому что мы все равно, у нас есть самоцензура, нам тоже страшно за свою жизнь. Но реально, мы-то говорим про это, и вроде бы мы живы, стоим вот возле на прекрасный фон. Так что надо говорить. Станет легче и свободнее выражать свою позицию, если это будут делать все и не бояться. Потому что я все еще удивлен, что люди боятся говорить свое мнение. Твое мнение очень важно, но не для меня, запомни. Я шучу, нормально все. Главное не бояться, друг мой. Это как Родина тебя не забудет, но и не вспомнит, да? Спасибо большое за интервью. Спасибо вам.
Вам. Информативно. Вообще ноль информации, да? Бля, память плохая, что делать? Так, сейчас, да, Мы из память этого тоже. трейлера сделаем. Память плохая. Что тут надо менять? Такой тупой. Спасибо. Нет, что. Спасибо вам за приглашение. Всем пока, друзья. Подписывайтесь на канал 451 градусов по Фаренгейту. Продавец книг называется. Продавец книг. И на мой канал тоже подпишитесь. Давайте. Всем удачи. Так. Бля, пиздец у меня память.